Добрый день, меня зовут Мирей Сембай, и сегодня я в гостях в кабинете у первого главного военного дирижера Вооруженных сил Республики Казахстан Александра Белякова. В этом году Центральному военному оркестру исполняется 25 лет, и вы стояли у истоков создания этого оркестра. И если прокрутить пленку памяти и снова оказаться в 95-м году, как все начиналось? Но если вы крутить пленку памяти, я бы ее крутанул немножко дальше. Не в 95-й год, а в 78-й год. Почему 78-й? Потому что этот год для меня стал таким переломным. Именно в этом году я, будучи обыкновенным талгарским школьником, который учился в музыкальной школе по классу скрипки, смог поступить в Московскую военно-музыкальную школу, которая впоследствии стала училищем. Дело в том, что меня лично с детства прельщали, так сказать, две стези, две ипостаси – музыка и армия. И именно благодаря поступлению в военно-музыкальную школу я смог совместить это в одну. Потом, позже, когда я закончил уже это военно-музыкальное училище, я поступил в Московскую консерваторию на факультет, военно-дирижерский факультет, и закончил его в 90-м году. То есть вот эти 12 лет обучения в Москве сыграли, наверное, решающую роль во всей моей дальнейшей профессиональной деятельности. В 90-м году я сам добровольно, лично, у меня была возможность выбора, так сказать, места службы, но поскольку я очень люблю свой город и свою страну, я был убежден, что я должен вернуться в Казахстан. Никакие блестящие, так сказать, карьерные планы в Москве или в других городах России меня абсолютно не прельщали. Мне нужно было возвращаться в Алмату, что я и сделал. В 90-х годах, вы знаете, что уже перестал существовать Советский Союз, уже появилось отдельное самостоятельное независимое государство Республика Казахстан. И необходимо было формировать Министерство обороны. Будучи начальником оркестра АВОКу, я принимал очень активное участие вместе со своим оркестром в обеспечении всех государственных мероприятий, концертных мероприятий в городе Алмате в частности. И, наверное, именно поэтому в 1994 году, после беседы со мной, первый министр обороны, генерал армии Нурмагомедов, предложил мне не просто возглавить, а создать военно-оркестровую службу Министерства обороны, потому что на тот момент военно-оркестровой службы не было вообще. После развала Советского Союза эта структура канула в бездну. Я почему говорю так подробно об этом? Потому что это очень значимый момент. Представьте себе, 94 год. Да. Достаточно тяжелое экономическое состояние. Армия в таком плавающем положении, потому что многие офицеры, многие контрактники, военнослужащие по контракту думали оставаться здесь или ехать к себе на родину. Не секрет, что когда был Советский Союз, армия была достаточно многонациональной, и люди из разных абсолютно уголков Советского Союза проходили службу, в том числе в Казахстане. И, казалось бы, для государства вопрос формирования крепких вооруженных сил является очень актуальным и важным. И будучи первым министром обороны, казалось бы, генералу Нурмагомедову хватало забот с тем, как эту армию создавать. К тому же, я еще раз повторяю, достаточно тяжелая экономическая ситуация. Надо было думать о том, как армию кормить. Да. Где брать зарплаты, где брать пайки, как людей расселять, потому что все абсолютно нужно создавать с нуля. Но вот что вызывает уважение, это прозорливость и умение смотреть дальше. В той беседе, которую я сейчас вспоминаю, генерал Нурмагомедов высказал следующую мысль. 95-й год, 50 лет победы в Великой Отечественной войне. Не может Казахстан не провести военного парада во знаменование этой вот серьезной даты круглого юбилея.
А военный парад не может быть без военного оркестра. И для того, чтобы сколотить этот оркестр, необходимо время. Так вот, представьте себе, за год до военного парада, грубо говоря, за год до юбилея победы в Великой Отечественной войне, генерал армии Нурмагомедов думал о том, как это должно быть и как сделать так, чтобы это прошло до серьезном, достойном уровне. И вот фактически вся деятельность военно-оркестровой службы началась не с 95-го, а с 94-го года. В силу ряда причин, ряда обстоятельств, потому что время было мало и не до того было в первый год, была поставлена конкретная задача провести вот это вот мероприятие, и целью моей было создать сводный оркестр из различных военных оркестров Алматинского гарнизона. Это и оркестр КНБ, и оркестр внутренних войск. Моя задача была быстро это сделать. А вот уже, когда это мероприятие было проведено в 95 году, о котором мы говорим, куда мы пленку и отматывали, Да. в 95 году уже остро встал вопрос о том, что дальше обходиться сводным оркестром уже не так просто. Поэтому необходимо создавать центральный военный оркестр Министерства обороны, который должен стать, по сути, своеобразной такой учебно-методической базой для всех военных оркестров. И в 1995 году уже последующий министр обороны, генерал-полковник Алибек Хамитович Касымов, подписал приказ о формировании этого оркестра. И он продолжил эту линию, которую как бы заложил Сагадат Кажихметович Нурмагомедов. Огромную помощь в становлении и в формировании оркестра оказал генерал Тауланов Сабит Сауменович. Вот благодаря этим командирам, этим военачальникам, ну и, конечно же, многим другим, и стал создаваться Центральный военный оркестр. Сразу же на должность художественного руководителя Центрального военного оркестра был назначен, на мой взгляд, выдающийся дирижер, профессионал, большой профессионал своего дела, Канат Мугинович Ахмедов, заслуженный деятель, ныне подполковник запаса. И в создании оркестра, в формировании оркестра принимали участие и другие мэтры, так скажем, музыкального искусства. Одними из первых солистов Центрального военного оркестра были и народный артист Казахстана Юрий Степанович Клушкин, и народный артист Казахстана Гафиз Исимов. Позже Жамиля Серкибаева. Очень часто в концертах принимала участие Роза Куанышевна Рымбаева, Бибигуль Тулигенова, Лаки Кисоглу и многие другие, которые тоже своим профессионализмом, своим творческим порывом оказали помощь в становлении оркестра. Так что вот становление оркестра сложилось вполне логичным и было абсолютно точным продолжением линии, которую заложил первый министр обороны генерал армии Нурмагомедов. Мы знаем, что роль военного оркестра очень важна именно в период войны, и музыка поднимает боевой дух. Чем занимается оркестр в мирное время? Смотрите, это мое мнение, с ним можно спорить, но я убежден. Большей частью как раз оркестр нужен, наверное, в мирное время, потому что в чем заключается вообще жизнь любого солдата? Он должен готовиться к войне. Да. И в тот момент, когда эта война наступает, уже что-либо изменить невозможно, уже сделано. Поэтому подготовка к этим действиям, она важна и для оркестров примерно так же. Вообще, если говорить, небольшой такой, если время позволяет, исторический экскурс, штатные военные оркестры, которые сложились в Казахстане, они, естественно, сложились на основе военных оркестров Советского Союза. А те, в свою очередь, берут
свое начало, ну, принято считать, что 18 век, 1711 год, указ Петра I, российской армии, о создании полковых оркестров. И именно их целью было вот именно укрепление боевого духа, о чем вы говорили. Многие военачальники это ценили и это использовали. Не зря относился с большим уважением к военной музыке, к военным оркестрам великий полководец, генералиссимус Александр Суворов. Да? Вот его высказывание, допустим, музыка в армии нужна и полезна. Хороший и полный солдатский хор, ну, хор это имеется в виду оркестр, возвышает дух, расширяет шаг, это ведет к победе, а победа к славе. На мой взгляд, задача оркестров, как вы говорите, в мирное время заключается, вот, так сказать, в 3 направлениях. Первое направление – это, безусловно, укрепление боевого духа войск. Это, безусловно, сплачивание подразделений. В чем это заключается? В большей степени это заключается в проведении воинских ритуалов. Невозможно себе представить по-настоящему полноценное проведение там, военной присяги, да, без военного оркестра, без марша, без построения, без выноса знамени. А это все сопутствует, этому всему сопутствует музыка. И как раз это и является стимулирующим действием для военнослужащих, которые ощущают себя реально плечом к плечу со своими товарищами в одном строю. И, безусловно, именно военная музыка и проведение вот этих ритуалов играет огромную роль в сплачивании воинских подразделений. Второй момент, который лежит на оркестрах, это культурно-воспитательная функция, так бы я сказал. Ведь особенно в дальних гарнизонах, да, не в областных центрах, не в каких-то культурных центрах, не в городах, а в дальних гарнизонах военные оркестры по сути являются культурными центрами, единственными проводниками музыкальной культуры, в том числе, да, и единственными профессиональными исполнителями при проведении любых мероприятий. Хоть это спортивные праздники, хоть это фестивали, хоть это ярмарки, без музыки никуда, а другой музыки зачастую, особенно в отдаленных уголках, не существует. И тем же самым оркестры еще играют хорошую такую агитационную функцию. Не знаю, как кто. Я, например, решил свою жизнь связать с военной музыкой как раз благодаря военным оркестрам. Я видел, как они маршируют, как они звучат, и мне это, к пацану маленькому совсем, мне это очень нравилось, мне это какую-то гордость вызывало, и я хотел быть в этих войсках, в этой армии. Я думаю, что так же, как и я, думали очень многие пацаны, которые потом впоследствии стали и офицерами, и генералами, и всю свою жизнь посвятили службе. Поэтому вот эта агитационная, пропагандистская роль, она тоже очень значима. Ну и третья, на мой взгляд, тоже важная роль. Военный оркестр, хотим мы того или нет, является определенным символом государства. Ни одно государственное мероприятие не может пройти без того, чтобы звучал гимн государства, без того, чтобы использовались флаг государства, герб государства. А проводником того самого гимна чаще всего является именно военный оркестр. И хороший, качественный, профессиональный военный оркестр может являться определенной гордостью за свое государство на каких-то мероприятиях международного плана. Очень много в интернете ходила в свое время запись, когда, по-моему, тогда был президентом России Медведев, и он приехал в Сирию. И его встречал сирийский оркестр, ну, как почетный караул, который исполнил гимн России так, что просто вот это невозможно, это было страшно. Все просто смеялись. Я бы очень не хотел, чтобы на каком-то мероприятии оркестр Казахстана выглядел подобным образом, подобным непрофессиональным образом.
А картинка-то уже сложилась, что если оркестр вот так исполняет гимн, ну, значит, с культурой в Сирии не все в порядке. И здесь уже не имеет значения, что в Сирии война, что там тяжелое положение. Уже у многих подспудно впечатление об этой стране сложилось. И его уже переломить будет тяжело. Так вот этот символ, это эмблема государства, как военный оркестр, вот такая эмблема, она очень важна. Вот, исходя из этого, как раз вот 3 функции. Но, кроме того, во многом искусство и культуру государства мы узнаем не только на какой-то площади или на плацу, мы и в концертном зале узнаем. И, ну, допустим, взять так, возьмем мировой сейчас уровень. Да? Для меня во многом культура, ну, допустим, США связана с оркестром морской пехоты США, который возглавлял Джордж Буржуа. Это прекрасный оркестр. Для меня во многом культура Франции, во многом, я не говорю, что исключительно поэтому, связана с Франсуа Боланже и оркестром Национальной гвардии французской. Для меня во многом культура России — это образцово-показательный оркестр Министерства обороны Советского Союза и главный военный дирижер Афанасьев, который, кстати, был нашим соотечественником одно время, он заслуженный деятель искусств Казахстана. Валерий Михайлович Халилов, царство небесное, вот, который погиб на боевом посту, на мой взгляд. Он вместе с ансамблем песни и пляски Александрова отправлялся в Сирию поздравлять военнослужащих России, и самолет разбился. И вот это именно, на мой взгляд, во многом характеризует. Поэтому роль военных оркестров в мирное время ничуть не меньше. Хотя вы правы, в военное время тоже так. Вспомним, допустим, Великую Отечественную войну. Да? Буквально на 2-й день после объявления войны, вернее не объявления, а начала войны, на Белорусском вокзале в Москве отправляли эшелоны с военнослужащими, оркестр, где за ночь буквально великий композитор и военачальник генерал Александров написал песню «Вставай, страна огромная», да, и на Белорусском вокзале в момент отправки войск оркестр исполнял эту песню, и она сразу же пробивала, что называется, все сердца, она сразу же укладывалась в головы всех этих военнослужащих, и, естественно, их боевой дух, их желание отстоять свою родину значительно бы укреплялись. И я считаю, что это очень важный момент. Кроме того, ну, я могу сказать, и многие ведь военные музыканты принимали непосредственное участие в боевых действиях, особенно во время Великой Отечественной войны. Мой коллега и мой старший товарищ рассказывал мне о том, как он проходил службу с военным оркестром в Афганистане. И говорит, он, когда рассказывал, Артур Галухин, разговор шел о том, что ну хорошо, мы взяли инструменты и взяли автоматы, и идем в охранении колонны. Колонна пришла, все бойцы отдыхают, потому что ну, это достаточно утомительно, а музыканты берут в руки инструменты и делают такие своеобразные концерты. И тем самым помогают ну, как-то морально раскрепоститься, немножко почувствовать себя не просто воинами, а обыкновенными людьми, вот этим солдатам. И, на мой взгляд, это тоже очень важно и очень значимо. Поэтому я убежден, военные оркестры нужны, важны. И те полководцы, те военачальники, те руководители, которые это понимают, они могут достигнуть больших успехов в своей деятельности. Те же, кто забывает про вот эту идеологическую основу, вот эту духовную потребность, тем, случись, не дай бог, война, придется немножко тяжелее. А на территории современного Казахстана когда появились первые военные оркестры? Ну, я уже коротко как бы начал с этого, да? Да. Все имеет свои корни. Советская военная музыка имеет корни от российской военной музыки.
А казахстанская военная музыка имеет корни советской музыки. И я вам могу сказать, что вообще военная музыка в Казахстане была всегда на очень хороших профессиональных позициях. Очень многие военные оркестры добивались призовых мест на всесоюзных конкурсах военных оркестров. Очень многие дирижеры, которые работали у нас в Казахстане, впоследствии занимали очень серьезные ответственные должности в других структурах Советского Союза. Ну, к примеру, один из первых начальников военно-оркестровой службы России, нет, наверное, первый, именно России, генерал-лейтенант Афанасьев Виктор Васильевич, он здесь служил, в Алма-Ате, в оркестре штаба Среднеазиатского военного округа. Многие композиторы писали, и, кстати, писали великолепные марши, допустим, которые до сих пор используются в казахстанской армии. Эти композиторы — военные дирижеры. Николай Самохвалов, Геннадий Пучков. Здесь наш Владислав Парпибаев. До сих пор там марш Алма-Ата Парпибаева звучит на всех парадах. И это прекрасно. И эта школа дирижерская, композиторская, школа музыкантов-оркестрантов, она, естественно, послужила основой для того, чтобы сформировалась уже потом какая-то новая ступенька — казахстанская военная музыка. Как известно, музыканты очень любят творческую свободу. А как же в военном оркестре обстоят дела вот с дисциплиной? Знаете, ну это опять же мое мнение, с ним можно спорить, можно согласиться, можно не согласиться. Это миф о том, что люди творческой профессии, я не знаю, как у художников, как у там, танцоров и у режиссеров, может быть так, хотя вряд ли. А вот у музыкантов я знаю точно. О том, что говорят, что они в некотором смысле разгильдяи, о том, что они немножко безалаберно относятся к творческому процессу, о том, что они не обязательные и неисполнительные люди, это миф. Ну, приведу один пример, и выводы сделаете сами. К примеру, если какой-то рабочий завода не вовремя пришел на работу, что происходит? Просто его станок стоит, но остальные станки все работают, продукция продолжает выпускаться и так далее. Если не приходит вовремя на репетицию один из музыкантов оркестра, что происходит? Оркестр не может полноценно репетировать, потому что важен каждый голос в оркестре. И отсутствие этого голоса уже сбрасывает на нет всю общую работу. Соответственно, каждый музыкант должен понимать, и он понимает, профессиональный музыкант, что от его разгильдяйства зависит благополучие и правильный рабочий процесс всего коллектива. Еще более детальный вопрос. Если рабочий включил свой станок, к примеру, на 1 секунду позже, что произойдет? Ничего не произойдет. А если музыкант во время концерта на долю секунды, не на минуту, не на 10 секунд, на долю секунды вступит позже или раньше, чем он должен вступить, Да. музыкальное произведение можно похоронить, забыть. Сегодня там чуть опоздал, тут чуть не вовремя вступил, тут раньше влез, тут влез не в той динамике, не так по уровню звука громко, как нужно, и произведение похоронено. Поэтому, на мой взгляд, исполняя свое дело, выполняя свою функцию, музыкант не может быть недисциплинированным, не может быть необязательным, не может быть недостаточно конкретно и четко выполняющим свои функции. Это касается любого оркестра. Будь это джазовый коллектив, будь симфонический, будь народный, будь военный оркестр. Есть одна особенность военного оркестра, где особенно важна дисциплина. Это то, о чем мы сейчас говорили, да? Воинские ритуалы всякие, где нужно не просто сыграть, а где нужно правильно стоять, где нужно правильно маршировать, правильно поворачиваться. Именно поэтому вот эти тату-шоу или плац-концерты или дефиле, как их еще называют, военных оркестров, привораживают все мнения, взгляды, потому что это
не только великолепное звучание, ну должно быть по сути, но и красивая картинка. Вот эти все схождения, расхождения, переводы. Конечно, это вносит дополнительные проблемы в действия музыкантов. И, конечно, здесь нужна особая Тренировка. дисциплина, особая тренировка. Ну, конечно, к музыкантам есть еще один нюанс. Конечно, условия их работы, они у военных музыкантов, они тяжелее, чем у гражданских. Именно потому, что это военный оркестр, именно потому, что это духовой оркестр. Я не могу себе представить симфонический или народный оркестр в зимнее время на улице, дающим концерты. А духовой оркестр это делает. И, кстати говоря, о Центральном военном оркестре, юбилей которого как бы вот грядет, этот коллектив выступал, на всякий случай, так скажем, в условиях, которые может записывать в Книгу рекордов Гиннесса. Одна из инаугураций президента нашей республики проводилась на улице в январе месяце при температуре минус 37 градусов, Астана, ветер. Оркестр должен был обеспечить небольшой парад войск, да, прохождение войск. И никого в этот момент не волновало, как это будет сделано. На всякий случай, даже по приказу советскому, минимальная температура, самая низкая температура, при которой используется военный оркестр, минус 16 градусов. Но для работы в этих условиях заливается в инструменты спирт, для того, чтобы клапана не перемерзали, и чтобы вот эти пары спирта не давали возможности собраться там в воде и превратиться в лед. Минус 16. Центральный военный оркестр работал при температуре минус 37. Этому предшествовала огромная, так скажем, работа, чтобы нужно было сделать так, чтобы там те 20-25 минут, которые необходимы, чтобы инструменты привести в порядок, их нужно было там, ну, чисто технологически. Их нужно было просушить, полностью смазать, потом обработать спиртом, еще раз протереть. И основная моя проблема, как главного военного дирижера, была не в том, что не выдержат люди. Я был абсолютно убежден в том, что люди выдержат. Как раз вот на том духе, на осознании того, что это важная государственная задача, и ее нужно выполнить. Ни один человек не заболел после этого мероприятия. Здорово. А для меня было самое сложное как раз чисто техническое, потому что металлу ты не скажешь «надо». И металл тебе не ответит «хорошо, я постараюсь». Физика работает. А люди могут сказать «надо, значит мы сделаем». И вот как можно после этого говорить, что музыканты недисциплинированные или неответственные люди? Нет, это миф. Я вам скажу еще одну вещь, и это как раз очень важно. Об этом должны задуматься все военачальники, все руководители, которые отвечают за деятельность оркестров. У нас, на мой взгляд, сейчас роль военных музыкантов в вооруженных силах точно несколько принижена. Ну, подумаешь, там, что они вышли с дудками, поиграли. Да. Я хочу сказать любому военачальнику, для того, чтобы получить воинское звание лейтенант и быть начальником у 30 человек, взводным, да, командиром взвода, достаточно 4 года образования в военном училище, в военном институте. Для того, чтобы стать музыкантом и получить даже первоначальные навыки работы в оркестре, нужно учиться этому делу порядка 15-16 лет. Музыкальная школа, колледж или училище и высшее образование, консерватория или академия музыки. 15-16 лет. За эти 15-16 лет нужно ежедневно, вот опять же мы говорим о дисциплине, ежедневно 2, 3, 4 часа в день заниматься на своем инструменте. Ребенку, который начинает только заниматься музыкой, которому 5-6 лет, его сверстники бегают во дворе, играют в футбол, ходят в кино и лопают мороженое. А он в это время вместо футбола берет дудку или скрипку и по несколько часов в день занимается. И пропустить невозможно, потому что если ты пропустил 1 день занятий, тебе восстанавливаться 3 дня. Если ты пропустил 3 дня, тебе восстанавливаться месяц. Если ты пропустил месяц, тебе начинать все сначала. Вот о чем должны задумываться. И, конечно же, безусловно, музыканты, они
самоотверженные люди, они преданы своей профессии. И это нужно уважать и ценить. Любой, я абсолютно убежден, любой, ну, если физиологически, так сказать, полноценный человек может, получив какие-то знания и навыки, руководить взводом. Любой. Для этого не надо быть семи пядей во лбу. Но не любой командир взвода может взять инструмент и быть обыкновенным музыкантом оркестра. Конечно. Это очень важно. И это нужно признать, и это нужно ценить. И вот еще один момент, я по этому же поводу скажу. Можно, конечно, использовать музыкантов для того, чтобы какую-то внутреннюю службу нести, караулы там сделать, проводить наряды какие-то хозработы. Можно, но стоит ли оно того? Ведь это могут сделать другие люди, а люди, получившие профессиональное образование, не должны ходить в караулы и стоять. У них другая функция. Они пришли на должность военного музыканта. Они должны все свое рабочее время посвящать своим профессиональным навыкам, их совершенствованию. Безусловно, для военного музыканта нужна и какая-то физическая подготовка, но не в том объеме, как спецназ. Безусловно, для военных музыкантов нужна строевая подготовка, но как раз в большем объеме, чем обыкновенные кадровые части. Но основным все равно, основным критерием для отбора военного музыканта должны быть его профессиональные навыки, профессиональные качества музыканта. И любой командир должен понимать, что эти люди нужны здесь в армии вот именно для этого. И использовать нужно их очень грамотно, очень точно, очень внимательно, ни в коем случае не оскорбляя их достоинства и ни в коем случае не пытаясь им высказать, что в то время как все там вот кирпичи кидают, ну, к примеру, а вы стоите, подумаете, что там на флейточке играет, как мне говорили некоторые командиры. Подумайте, но если дать этому командиру флейту и попросить его подуть просто флейту 2 часа, он упадет в обморок. Потому что это тоже, в том числе и физически тяжелый труд. Вот так вот мы на эту тему рассказали. Да, очень важный вопрос, мне кажется, поднимаете. Насколько важно военному оркестру быть современным и сотрудничаете ли вы с современными композиторами? Ну вот смотрите, в принципе это все происходит из того, что краешком мы зацепили в предыдущей беседе. Всем понятно, что армия это своего рода срез общества. Правильно? Потому что в армии же не служат какие-то марсиане. Да. Это те парни, которые живут в этом обществе и которые, закончив службу, опять уйдут в гражданскую жизнь в этом обществе. А с другой стороны, мы говорили о том, что идеологическая сторона работы оркестра, его способность возвышать дух и пропагандировать, так скажем, патриотическое воспитание очень важны. А как же можно у молодого человека, который сегодня пришел в армию, вызвать какие-то положительные эмоции и поднять его дух, играя, ну, допустим, произведения, написанные там еще во время революции, Варшавянку, там, да, Интернационал. Время другое, и музыку другую понимает и слушает это поколение. И, естественно, для того, чтобы быть в одной струе, в одной стезе, с одним дыханием с этими ребятами, и оркестр должен видоизменяться. Другой момент, что, на мой взгляд, военные оркестры должны быть пропагандистами все-таки высокой культуры. Да? Нет смысла скатываться до уровня уси-пуси военному оркестру, хотя это и звучит где-то по радио, в телевидении. А все-таки нужно более серьезные, более
вдумчиво относиться к вот этому репертуару. репертуару. Но в то же время, я говорю, проводники должны быть высокого искусства, но в то же время, если оркестр будет играть, ну, к примеру, на плацу Шостаковича, Моцарта и так далее, это не достигнет своей цели. Значит, вот это вот желание, с одной стороны, соответствовать духу времени и духу тех людей, с которыми ты работаешь, да, которым ты эту музыку даришь, которых ты пытаешься вдохновить на какой-то подвиг ратный и трудовой. А с другой стороны, это все-таки пропаганда профессионального продукта, это пропаганда хорошей музыки. Она может быть в любом, так сказать, стиле, в любом жанре, но она должна быть качественной. Это не может быть музыка, ну, условно говоря, два прихлопа, 3 притопа. Хотя прихлопы и притопы тоже где-то нужны в какой-то музыке. Поэтому оркестр должен быть современным. Оркестр должен играть современную музыку. Мало того, именно военный оркестр, именно вот центральный военный оркестр долгое время являлся определенной, как бы сказать, лабораторией. Мы постоянно сотрудничали с современными композиторами. Я могу назвать там и Хабибулу Ситекова, и Кайрата Жунисова, которые связали свою жизнь с армией. Это и там, Юлия Лебедева, Артур Оренбургский, которые писали музыку для Центрального военного оркестра. И это дело очень важно, необходимо, это нужно продолжать. Я специально как бы не назвал сейчас еще одну фамилию, но назвав ее, я как раз буду говорить об уровне музыки. Есть еще один композитор, наш казахстанский, Адиль Бестыбаев, Да. который писал очень много произведений именно для того состава духового оркестра. Именно для этого. И писал не только концертные великолепные произведения, но и писал музыку, которую мы использовали вот как раз вот в этих дефиле, тату. Та музыка, ну, к примеру, это фишка государственного духового оркестра, да? Азия Даусы. Но Азия Даусы в какой бы стране ни игралась, хоть в Европе, хоть в Азии. Это супер, это фишка, это визитная карточка оркестра. И она характеризует и коллектив, и его профессиональный уровень, и государство в целом. И вот это, конечно, работа, в том числе и военных оркестров. Я не хочу сейчас сильно разрывать, да? Здесь вот какая история. Военный оркестр – это такая же часть культурного пласта государства. И говорить о том, что военная музыка – это типа второсортная, это неправильно. Военная музыка, она всякая. Я очень горжусь тем, что на протяжении многих лет работы Центрального военного оркестра именно отношение музыкантов-профессионалов к духовому оркестру, к военной музыке кардинально поменялось. Если в 90-е годы говорили, ты где работаешь? В военном оркестре. Ну все ясно с тобой. Так говорили снобы, которые работали в симфоническом оркестре, в оркестре оперного театра. То уже ближе к 2000 годам вопрос стал так, ты где работаешь? Я работаю там в оркестре, в президентском оркестре, к примеру. Все говорят, ты крутой, ты в президентском оркестре. Или в оркестре Министерства обороны. Поменялось отношение к военным музыкантам, поменялось отношение к военной музыке. В том числе благодаря многим людям, о которых я уже говорил, и это здорово. Благодаря качеству исполнения репертуара. Конечно. Ходить, задрав нос и говорить, что я вот лучше всех, можно сколько угодно, но в это никто не будет верить до тех пор, пока ты это не подкрепишь своими делами. А когда коллектив показывает высокий профессиональный уровень, ну тогда и говорить об этом не надо. Все и так будут знать, что это очень крепкий, очень качественный, очень профессионально подготовленный оркестр. Возвращаясь к Центральному военному оркестру, вот какие достижения были за то время, когда вы работали, на каких фестивалях, конкурсах участвовали, вот в параде оркестров? Я очень рад
того, что по прошествии большого времени я с гордостью могу сказать, что моя творческая судьба была связана с Центральным военным оркестром, потому что есть чем гордиться этому коллективу. Этот коллектив взял кубок лучшего оркестра Бирмингем Тату. Это большой фестиваль военных, не только военных, духовых, так скажем, оркестров, который происходит в городе Бирмингем, Великобритании. Кстати, этому фестивалю предшествовало почти 2 недели концертных поездок оркестров в разные города Англии. Мы объехали фактически всю центральную Англию. И в каждом там городке, не в каждом, но во многих городках, по-моему, 13 или 14 городов было, давали концерты. И слушатели приходили и слушали нашу музыку. И вот они кайфовали от того, что они слушают нас, а мы кайфовали от того, что нас понимают и нам аплодируют. А этот оркестр взял кубок лучшего оркестра мюзик-парада. Это фестиваль в Германии. Тоже таким же образом. И несмотря на то, что мы ездили туда не полным составом, в силу некоторых трудностей, в том числе и финансовых, нам удалось доказать, что Казахстан в культурном отношении продвинутое государство. Очень приятно гордиться своей страной, своими коллегами, своей работой. Это здорово. И вот это, я считаю, самыми лучшими достижениями Центрального военного оркестра. Я очень сожалею, и в этом есть и моя вина, я очень сожалею, что мне не удалось убедить в свое время руководство Министерства обороны в том, что вот это нужно ценить, этим нужно дорожить. И когда один из руководителей, просто, грубо говоря, шашкой махнул в 2012 году и сказал: нет, ничего, вы должны быть, это касалось Центрального военного оркестра, вы должны быть в Астане. Когда я говорю этому руководителю: вы понимаете, давайте мы то, что уже создано, оставим в Алма-Ате, а в Астане я лично возьмусь за это дело, приеду и создадим еще что-то. И вот это вот конкуренция двух хороших коллективов, а это было возможно абсолютно, она бы эта конкуренция создала бы возможность еще большего роста. На что было сказано: ничего не знаю. Я говорю: вы понимаете, у нас нет условий для того, чтобы в Астане предоставить жилплощадь людям, потому что каждый музыкант — это семья. Я говорю: люди не поедут. А какая к черту разница, мы их там уволим, а ты здесь новых наберешь. Так нельзя относиться к людям. Так нельзя относиться к любым людям, а уж к профессионалам высокого уровня нельзя. И вот это невнимательное, такое походя, пропуская отношение руководства по отношению к творческим людям, оно испортило все. Я очень сожалею, что не получилось у меня никакими путями ни доказать, ни убедить. Меня, в принципе, никто не хотел слушать. А даже те, кто хотел слушать, те ничего не решали. Они мне в глаза говорили: да, ты правильно говоришь. Но дальше этого ничего не шло. Решение никто не пытался принять или изменить. И фактически нынешний состав Центрального военного оркестра я очень, я переживаю, потому что он фактически собирался в Астане заново, с нуля, по крупицам. И то, что они сейчас добились, они молодцы. Но опять же, видя, что никому нет дела до их профессионального роста, для их удовлетворения их творческих амбиций, никому из руководства нет дела, это обидно, это больно. И вот этот момент мне бы очень хотелось, чтобы руководство вооруженными силами осознало, поняло и приняло соответствующие меры, потому что музыканты у нас прекрасные, люди у нас великолепные. Им вот немножко помощи дать, по крайней мере, не обрезать, не обрубать им крылья, и они сделают очень много на благо нашей страны. Вот что очень важно. Печально, что приходится говорить не самые светлые вещи, но
Я надеюсь, что это изменится, и я надеюсь, что сможет Центральный военный оркестр занять достойное место в культуре Казахстана. И я уж не говорю про культуру армии. Здесь он, безусловно, должен быть самым первым. Александр Викторович, вот в заключение нашей беседы, что вы пожелаете Центральному военному оркестру к его 25-летию? Я с удовольствием поздравляю коллектив с такой красивой датой. 25 лет, серьезно все. И хочу пожелать, ну, во-первых, конечно, творчества. Я хочу пожелать, чтобы и дирижеры, и музыканты не ограничивались только своими служебными функциональными обязанностями. Сыграть там 2 марша, 3 гимна, это все очень просто для профессионального музыканта. Я хочу пожелать, чтобы у оркестра горели глаза. Я хочу пожелать оркестру, чтобы они дерзали и создавали новые программы, в том числе программы абсолютно, может быть, не касаемые их служебной деятельности. То есть программы не маршевые, программы концертные. Я хочу, чтобы пожелать того, чтобы этот оркестр все больше и больше узнавали в разных городах нашей страны. Я очень хочу, чтобы этим оркестром мы могли гордиться и могли восхищаться люди в разных странах. Чем более яркой и насыщенной будет их творческая жизнь, тем более яркой и насыщенной будет история этого коллектива. Я очень хочу пожелать, конечно же, здоровья. Это неотъемлемая часть, которая необходима нам в жизни. Я очень хочу пожелать благополучия. Я очень надеюсь, что это благополучие, в том числе и финансовое, будет достигнуто благодаря руководству вооруженных сил. Я очень хочу пожелать всем определенной самоотверженности, желание на своем месте добиться максимальных результатов. И я надеюсь, что так и произойдет. Так что музыкантам всего оркестра и руководителям оркестра всего самого наилучшего. Спасибо большое.